Ассаламу алейкум, бұл Nomad Fighting Championship. Эфирде әдеттегідей Мухамеджан және менің әріптесім Мұратбек Қасымбай. Всех приветствую. Сегодня нас ждет очень жаркая пресс-конференция Nomad Fighting Championship. И сейчас вы узнаете почему. Выражаем благодарность нашему генеральному партнеру Алимбет. Алимбет – надежный партнер вечера. Себебі біздің бонустарымыз өте жағымды. Олардың дәмін татып көруге болады. Алимбеттің бонус клубына қосылып, ақшалай 20%-ға дейін кэшбэкке қол жеткізіңіз. Алимбет. И я знаю, как разогреть наших бойцов перед пресс-конференцией. Это наша любимая рубрика «Самый сильный панчер». Да, это уже второй выпуск, где мы запустили новый рейтинг с показателями самого сильного удара. И хочу пригласить первую пару – Адиль Ильдар, Ануарбек Бекимбетов. Жастарға жол берейік. Эльдар, өзің бірінші бастай бер. Лепшасын ба? Эльдардың соққысы 455 балл жинады. Ануарбек. Керемет соқты. Жарайсың. Сколько? 641. Ануарбек. Нормально. Хотелось бы пригласить следующую пару. Темиров Элай и Сейдазым Ханыш. Начнешь, Ханыш? Осторожно, не травмируемся. Сколько? 565. Ханыш. Что, по одному удару? По одному попытке? По одному удару. Удар от Элая. Но император должен быть скромным. 500 от императора, да? Да. И хочу пригласить третью пару бойцов – Даулет Шамидинов и Махсат Базарбаев. На данный момент у нас лидирует Ануарбек, верно, если не ошибаюсь? Вперед. Пропускаю. Хороший удар. Пока что это рекорд. 733. Казахский хан ставит рекорд. Даулет. Что там физика? 632 за Даулета. И следующую пару, которую мы хотели бы позвать, это Икрамов Анваржон и Еркеблан Тохтар. Без напряга. Қонақтар алға. Дай, брат. Қонақсың ба, давай. Я правым не буду, да? Чтоб тебя не напугать. Головой бей. — 527. Анвар. Хорош? Я думал 700 будет. 642. Еркеблан Тохтар. А также у нас есть среди гостей, зрителей, боец, который хотел бы также замерить свои силы. Это Фархат Курмангалиев. Да, ассаламу алейкум. Весовая какая у вас, ребят? Ты хочешь тоже залететь, да, в рейтинг самого сильного удара? Прошу. Давай, айнабулакский удар сделай. — 686. На данный момент у нас никто 800 не выбивал. Давай. Сейчас я разминку сделаю, да, перебью.
Ай, хорош. Новый рекорд. Новый рекорд. 793. Все, жақсы жігіттер. Ну и самый сильный удар получается у Фархата Курмангалиева, но из ныне присутствующих в этом выпуске бойцов Побеждает Махсат Базарбаев. Ал біз пресс-конференциямызды жалғастырамыз. Келесі жекпе-жекті талқылайтын ол Ануарбек мотиватор мен Адел Элдардың арасында. Элдар, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Алматыға қош келдің. Қош келдік. Өзің жайлы енді бір ауыз сөз айтып кетсең, көрермендерге таныстырып өзіңді. Қарағанды облысынан Жаңарқа аудан, 9 жасым 22-де. Боксерский базам бар. База боксерский. Сәттілік тілеймін сопернигіме. Уважать етем. Спортта ең бірінші уважение. Маған победа керек емес, бұл кезде өзімді көрсету, до конца істеу. Өзімді көрсету. Победа керемес болса Енді Қарағандийский школаны көрдің ғой енді, брат. Дальше больше. Ринг көрсетеді ары қарай. Сөз кезегін өзіне берем енді, брат. Жеңіс керек емес дейсің ба маған? До конца істеу, достойно. Бәрі жақсы, бүкілі жеңісті қалайды ғой, барлығы. Отқанын қалайды. До конца достойно ең бастысы. Рингте көрсету өзін. достойно Он как жасайсың ба? Васив тогда сказал, 1000 боев проведу, 1000 боев проиграю, да? Ему без разницы. Ануарбек, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Сені қайтадан көруге қуаныштымын. Бұл жолы енді сенің үшінші жекпе-жегін қайтадан Қарағандының баласына қарсы болып тұр. Карагандинская школа бокса деген тебя не оставляет, да, я вижу. Еще один карагандинец, да? Есім Ануарбек Бекімбетов болады, Атырау қаласынан. Енді соперникке қалай айтайын, сәттілік тілемеймін. Тілесем деген лицемер сияқты отырамыз да. Мына жерде достойный бой көрсетейік. Алдында соперник тоже карагандинец болған. Достойный бой көрсетеміз. Ойбай, там обнимашки болмайды. Там на дистанции пойдем работать. Менің өзім стилім бар деген сияқты да. Сондай әңгіме айтқан сияқты да. А то весь раунд меня обнимал, ходил, проход заходил. Енді осы да бір достойный бой көрсетейік. Төбелес па, төбелес. Өзің осы жерде айтты, еркекше, сосын істейік. Или конкретно обмен ударға кетейік, ортада тұрайық. Жасайық. Рингте көреміз, рингте. Не көресің рингте? Рингте көретін ештеңе жоқ. Алдында рингте көреміз деді де, алдында қашып жүрді. Бес раунд. Жоқ, рингте көреміз, рингте. Ең бастысы рингте. Иә. Пантовать етпейміз бұл кезде, өзіміз көрсету, ровно. Бұл Сюрприз, да. көп сөйлемейміз ғой рингте ғой. Көрейік ал. Иә. Не көретінімізді рингте? Не көрсететінді? Жоқ, жақсы, брат, рингте көреміз. Элдар, Ануарбектің жекпе-жектерін көрген шығарсың. Иә, көрдім бүкіл бойын. Ол жайлы не айтып кете аласың? Иә, жақсы өте. Удары, левый, правый жақсы. Көріп атым. Мысалы, фельдшерді жеңуге не жетпеді оған, сенің ойынша? Жылдамдық жетпеді. Удар жағынан асып түсесің, мойындаймын. Бірақ жылдамдық жетпей қалды, брат. А сенің соққы көтеруің қалай, қабілетін? Жақсы менде соққы көтерілу. 10 жыл болды уже, нормально бокспен. Рингте ғана көрсетеміз бәрін. Фельдшер танисың ба? Негізі? Иә, танимын. Ол сенің досың Школда ғой, бірге оқыдық, иә, бірге бітірдік. 2 жас үлкен болады. Онда екі есе ұрам ғой, сен досың болса. Да, ұтылып қалдың ғой енді, брат. Ұтылып қалдың ғой, неше. Рингте көрсетпедің ғой дәлше. Саған Эрнест осы енді өзінің тәжірибене байланысты саған кеңесін берді ма? Қалай Ануарбекпен дұрыс жұмыс атқару, оның Айтты, жақсы, барлығын жаман жақтарын? Айтты, барлығын айтты. Араға шықтықта істе. Қашып жүр, алдап жүр деп айтты оның барлығын. Сен айтып қойма оны деген. Сен өзінің ішінен көрсетші сюрпризді. Мен біле қоймаймын ғой енді. Ютубтан көргенім, бірақ шын өмірде біле қоймаймын ондай. Бірақ рингте көрсетеді барлығын, соны білемін айтыр. Көп сөйлемеймін дальше. Уважать етем по возрасту. Рингте қаша алмайсың ғой енді, білесің ғой. Я білемін Жоқ та. Что-то смотрю на тебя слишком мелкий, да? Салмақ 57-ге де жетпейтін сияқты ғой. Салмақ емес бұл кезде главный. Рингте, Жылдамдық па? рингте. Любительский бокс па? скорс. А? Иә, скорс. Любительский бокс жоқ қой мұнда. Бокс қой бұл жерде. Мұнда мардабой Партері кетеді жоқ. ғой бауырым. Намат, кулачный бой, базар жоқ, бөлем. Сол білгеннен кеп тұрмын ғой жаққа Қарағандыдан. Түсінбедім, қатты сөйлеші, естімейді. Білгеннен кеп тұрмын ғой жаққа Қарағандыдан кеп.
көргенсің, кулачный бой деп. сен білмейсің, сен көрдің просто. Оны көру үшін, білу үшін сен должен почувствовать это. Почувствуй, ертең рингте почувствуй, потом көреміз ары қарай. Жақсы. Ануарбек, саған бұл енді Қарағандыдан бала қайтадан, то есть история как будто жалғасып жатқан сияқты да? Сенің өзің ойың бар ма осы жайлы? Шаршаған жоқсың ба Қарағандының жігіттерінен? Шаршаған жоқпын, екінші бой ғой менде. Қарағанды баласымын. Я с ним справлюсь, перееду его, иншалла. Потом с ним незаконченное дело есть. Ана кіммен? Эрнестпен. Фельдшермен ба? Иә, мен шақырам оны. Еркек болса, на общую массу айтам. Еркек болса, ол шығады. А сен 57-ге барып төбелесуге дайынсың ба оған қарсы? У нас незаконченное дело 61. Мен басын изначально, если ол шықпайтын болса, 61-ге, изначально 61-ге. Жоқ, бізде жоқ еді ғой, одан төменірек салмақ Енді категория. онда бар, сборныйларда жақсы боксерлар бар, 57-те 61-ге шығып атқан жоқ та, изначально шықпау керек еді, онда 61-ге. Сабыр етіп күту керек еді. 57-ге бармайсың вообще. 57-ге бару үшін мен деген действительно 15 кило лақтыру керек та. Маған 61 деген өзіме жақсы да. И трилогия болады, қалай солай. Қазір көріп отыр ғой өзі Эрнесттің. Трилогия болады, оны после боя шақырам иншалла. Өзіне де айттым, мен өзіне еркекше айттым. Элдар, Ануарбектің салмақ айырмашылығы саған қатты әсер етпей ма? Әсер етпейді енді, барынша вес көтеріп жатыр, болмай жатыр. Ары қарай енді, сонда да енді басын сұққаннан кейін енді до конца көру керек. Артқа задний бермеу керек. Рингте шығамыз деп шештік. Келесі бойдан бастап 57-ге шыққым келеді, өз бесіме таза. Осы бойдан кейін. 57-ге сразу шығу керек еді ғой саған? 57, 61-ге шығайын бір, сосын 57-ге барам. Маған солай айтты, мен солай істеуім керек. Сәттілік тілеймін, брат, главное. Элдар, сенің стилін менің естіген бойынша, андай, играющий. Сен қашпайсың, ортада тұрып алады деп естігенмін. Сол жерде центрді занимать етіп, сол жерден соққы көрсем, жекпе-жек көрсем деген ойдасың. Сол бар ма? Әлі планда? Әлі де бар планда. Бүкіл өзімнің данныйымды сол жерде көрсем, бүкіл барлығын көрсем, көрсеткенше көрсетеміз дальше. Саған бұндай стилің қалай наоборот, дұрыс па? Я за свою карьеру 120 боев болды. Мынандай игровиктар, мен юношыдан театрда, на жерде даже не по мужикам емес та бой, на жерде, можно сказать, и профессиональный, и туртунцовымен, чингаркымен болады да. На жерде, енді сіздерге пример көрдіңдер, бана Жуман Жумабеков пен ана чемпион России, например, шықты. И что там было? Никакой техники не было, не показал ничего. Один удар шешіп жатты, например. И солай мен сені қуып жүріп соғам да, қуып жүріп ұстаймын, мен сені қуып жүріп соғам. Болды. На жерде қашу техника өтпейді ол жерде. Ринг көрсетеді. Жоқ, мен айтайын, не перебивай, когда старший разговаривает. Сам бүйтіп айтайын. Мен өзімде техничный жылдамды жасалам, если мен любительский боксымды көрсен, и туристем де, и не. Солай, в общем, саған екі жақтан да сюрприз күтіп тұр ғой, в общем. Дайын болу керексің соған. Мен дайынмын. Элдар, сен бұдан былай алдын ала ешқашан Шингартпен жекпе-жек өткізбегенсің, иә? Тәжірибең жоқ бұл жайлы. Бұл жағынан нет. Бұл жағынан жоқ тәжірибе. Бір шет, осы келіп отқан дебют болды. Бокс 10 жыл болып болды, бокспен ғана уже юбителде бітті. Бұлай неге шығып көрмегем жаңағы. Естілмейді, сен кішкене андай уверенность өшіқтай. Сеткада неде шығып көрмегем, чисто перчаткемен бокс юбитель бітті. Басқа ештен көрмегем бұны. Ал дайындығында қазір тренировкада қосып отқан шығарсың сондай форматта? Я қосып отырмын, өзім дос балам бар, Нұрбек деген жаңағы жақтан. Бірге келдік, сол жігіт, Дани барлығын айтып, қалай істеу керек. Ол жағынан жақсы, енді сол жағын үйретіп отырып. Енді ары қарай өмір алма кезек қой, бір отып келетеді, отылып қалады. Отылып келетеді, отып кетеді. Спорт солай. Желание жоқ менде. Сен бірінші бойымды көрдің, отылатын желание жоқ, отатын желание бар. Тап сондай бой болады, семен, но еще быстрее болады да, и комбинация удар кетеді. Соны күтпейді. Көп сөйлемеймін, уважать етемін. Старший брат, бізде уважение ең бірінші спортта. Адамды сыйлау, уважение, мен көп сөйлемеймін. Дальше ринг көрсетеді, брат. Элдар, саған, мысалы, маған түсініксіз осы бір момент. Маған үлкен адам газовать етсе, мен де оған газовать етуші едім. Мысалы, сен дұрыс тәрбиенді көрсетіп жатсың, бірақ саған осылай ауыр сөздер айтып, сен құлатам деген сияқты, сен отам дегеннен кейін сен үндемей отырғанын мен түсінбей жатырмын. Мен оны просто күлем ғой, просто осылай болды. Күлем просто болды, ондай сөзге болды. Күлемін дейді. Күлем и қызарам дейді.
қызармаймын, күлемін болды. өзің ақсында андай что-то қызарып кеткен сияқтысың да кішкене. Ничего, брат. Элдар, наматта деген пландарың қандай? Бұл жерге сен 1-2 бой үшін өткізу үшін ба, или основательно кірмекшісің ба? Основательно кірмекшімін. 57-ге шығамын деп жүрмін осыдан кейін. Соны алып кетемін деп жүрмін, Алла Кет, қаласа. 57-ге кет, айтайын саған. Дальше больше Алла қаласа. 57-те кейін Эрнестпен кездесіп қалсаңшы. Кездессек көрсетеміз өзіміз кім. Шығуға дайынсың оған қарсы. Шығуға дайынбыз, Алла қаласа. Ондай болса, сұрақтарың бар ма тағы да? Қосымша? Сұрақтарым бар менің. Одан сұрайтын? Вообще и в общем сұрақтарым бар. Оған енді ясно с ним. Что он уже все. Давай, да, сұрақтарың бар. айтар сөздерің болса. Оған ба айтар сөздерім? Айтар сөздерім оған жоқ. Басқа адамға айтар сөзім бар. Давай. Мен өзім мұнда да Атырау қаласынан келдім. Номадқа келген уақытта, например, маған изначально айтылды да, что мұнда будет достойные бойцы, которые действительно мастера, там, или там КМСники, любительские ударниктер, бокстары бар, там, профессиональные боксеры, да, например. Өзім мұнда келдім, осы картта отырым, өзіме как-то неудобно отырды. Мына жерде арамызда актерлар ма, мына жерде деген модельдер отыр ма. Брат, ты когда сказал именно сильные спортсмены, ты вот сюда посмотрел бы, увидел бы, брат. Просто я не в 61. Ты сейчас по времени, ты слушай, я с тобой не разговариваю, сейчас с ним поговорю, потом я с тобой наедине поговорю. Ну, ты же про всех бойцов говоришь. Я говорю, общие здесь сильные бойцы, сен әңгімені тыңда дұрыстап. Да, здесь общие сильные бойцы, боксеры, хорошие боксеры сидят, спортсмены, как и ты. Да. И рядом сидит актер сидит, модель сидит, да? Это, ну, вот, да? Конечно, Оны жауап это бермей Келе тұрған. айта берсең, комплимент, я понял. по-моему, Еркебұланға айтып жатсың ғой, дұрыс па? Иә, Еркебұланға айтып жатырмын. И мына жерде тағы да мен осы бойымен қарадым да, енді маған. Енді ол, енді былай, медийный актер енді да, модель, например, да, осына шығып жүр, например, жарыстарға шығып жүр. Енді былай бір бойын қарадым, последний бойын қарадым. Оның алдында бойын қарадым да, не перебивай. Оның бойын қарадым да, оның алдында. Енді білмеймін енді, слабый соперниктер шықты, и изначально легкая добыча келіп тұр да саған, мына жерде. Мына жерде ма? Иә, осы жерде саған легкая добыча келіп тұр, мен өзім түсінгенім. Сен қарап жоқ отырдым да. келіп Мен ба, брат? Иә, сен айт, енді кіммен шығады енді? Еркебұланмен шығады. Мен енді қарап отырмын, нені мына жерде бір по-своему енді медийный бала ғой енді мына жерде. Киноға түседі, не істейді, дұрыс соперник бергендерін қалаймын да, кішкене төйлесіп, дұрыстап төйлесетін да. Білмеймін, мына жерде деген ондай қызық бой болмайтын сияқты да. Осындай медийный адамға, например, енді бойға шығып жүр қазір да, төйлесесің, никакой неинтересно будет. Почему не интересно? Я думаю, неинтересно. Просто смотри. Тебя не знаю, и знать тебя никто. Хорошо. Я тебе скажу. Сен білмеймін мен, Хорошо. Я его знаю хорошо, их знаю, бойцов. Его знаю как актера, как модель. Брат, мен модель емеспін. Брат, я думал, ты мне сказал, что я модель модель. емеспін, брат. Реклама жасайсың ғой енді. Жоқ, ол реклама деген бөлек қой. Енді ол- смазливое лицо, модельное личико бетінде мен тұрда алдымда. Бұрын айна уақытта братандар айтатын. У меня вес сейчас 69. 69. Да. У него вес 54. Ты вот с ним выходишь, да? Ты подерись с ним, потом по правилам ММА. Зачем мне с ним Будешь драться? со мной Он мой драться? родной на. Нет. ММА, он вообще... да, Твой не- соперник. Он про 54 килограмм вчера Как на весах Минского показал. Да, как говоришь? Обратно. 54 килограмма на весах показал он. Я виноват, что ли? Нет, ты его переедь сначала, потом по правилам ММА. ты- Выйди со мной. С тобой Да, по правилам ММА. правилам. Ты мне не интересен, я тебе скажу. Если я с тобой подрался бы, ты мне не интересен. И он мне не интересен, я тебе скажу. Просто он боксер, он изначально бой дал, брат Мухаммеджан. Он мне сказал, боксер. Все, я сказал, мне пошли, мне интересно, вот это зрелищный бой будет. ММАщики, вот это есть же, джиу-джитсеры, мне не надо это. Я вообще обыграю их. Я сразу сказал. Из-за этого, сол үшін мен айттым да, картта отырып, бір арамызда отырып, актер да, например. Актер болған И медийный бала болса да, бір достойный бала бермедіңдер деймін да. Мынау қатты төйлесе алмаймасың да? Кім мынау? Жаңағы мен сопернигім. Мен Пусть скажет. қатты төйлесе алмайды деп ойлаймын. Болды онда, рахмет. Сәл дух көтеріліп қалды деймін. Брат, маған тура сен сияқты мысалға, саған келіп тұр, жаңа айттың ғой. Я виноват, что ли? Сол сияқты ситуация. Я виноват, что ли? Мен келем, мен позициям мынандай. Ақша табам, үйге Я апарып тебя берем. перебью, извини, я тебя перебью. Ты тот раз шықтың, октагонда шықтың, анда шықтың, екі сопернигіңді вообще шын айтайын, ни о чем.
Сен Өзбекстанда бойды көрдің ба? Өзбекстанда бойды көрген жоқпын. Соны қара, братан. Сол кезде Анау екінші рет шыққан ба? Екінші рет шыққан? Ол бойды мен, ол мен көрдім, ана сеткада ұйықтап отқан ба? Правый соғып, левый соғып. Ол ондайлар, мен айтайын, бақашаяндар, мультфильмдер толып жүр. Мен айтайын. Шықсан, достойный ударниктермен шық. Айтайын саған. Енді, брат, любой видеоигра болсын, любой жерде сен басындан бастайсың ғой, кейін главарьға келесің, мысалшы. Мен келе жатырмын потихоньку. Арғай бұйырса, уже шыға беремін. Мен сендер сияқты мысалға азынан кешке дейін залда жүрген жоқпын, мысалшы. Мен азынан кешке жүрген жоқ, мен өзім шаруам бар бөлек. Вот менде ондай шаруа көп та, мен еще үлгеріп жүрмін да. Мен ертең, мен не үшін келдім мына жерге? Сен оправдываться етпей қой, бауырым, просто мен... Сен сұрақ қойдың ғой, мен сұраққа жауап беріп жатырмын ғой. Сұрақ қойдың, братан, мен жауап беріп жатырмын, дұрыс па? Сен жасың үлкен ғой, сен жасың нешеде? Жасым, айтпай қойын жасымды. Сұраса айт. Жасымды айт. Мен сен екеуміз құрдас құсап сөйлесе берейік ол жерде. Бопты, хорошо. Мен сұраққа жауап берейін ба, не істейін саған? Кім қыз деген? Қыздың жасы деп. Қыз көріп отырсыңдар ма не? Айтыр. Мен сұрағыңа жауап берейін ба, кері жоқ па? Оправдаться етпе дейсің. Бірақ сұрақ қойып отырсың маған. Анадан басқа соперник жоқ па дейсің. Бойды сен өзің таңдаған жоқсың. Ол таңдаған жоқ. Мен таңдадым, мен маған алып келдім, міне. Мынау 4 рет шақырған мен бойға. Сен өзің шақырдың ба? Иә, бойға өзі 4 рет шақырдың. Енді мен енді көріп жатырмын. Жоқ, мен енді өзім мнением ғой, саған достойный бала берсін дегенім ғой. Соны айтып тұрмын да мен. Достойный шығар, қарсаң, нормально отыр ғой. Сен нормально отырмайын, нормально отыр ғой, просто мен айтып жатырмын да. Ертең көреміз, может, ана алдында кеше мысалға октагонда бой болып, бәрі айтты, ананы айырып аласың. Сен ба? Иә, ананы шығар. Сен дайын емессің, брат. Сен оған дайын болған жоқсың функционально. Мен, конечно, мен мынаған дайындалып жүрмін ғой. Оңған кезде ана шығасың ба? Мен не задний беремін ба? Жоқ, шығам, шығып кеттім. Мен задний бермеймін мен. Ондай кезде шығасың ба дейді, шығасың. Хорошо, шығам, ладно. Давайте, ақшасын келсе, үйтек, давай шығам. Сол, брат. Ануарбек, Еркебұлан актер болғанмен де ол жауынгер ғой, боец, төбелес жүр, шығып жүр. Бояк своих, да? Мен братандарым айтатын айна уақытта. Сен жаңа айттың ғой, смазливый, симпатичный депші. Сен смазливый, симпатичный, Рекс деген братан бар еді айна уақытта, сол айтатын. Бірақ такой отморозок дейтін. Осы бойдан кейін, может, сен де сөйтіп айтатын шығарсың, иншалла. Түсінбедім мен сені. Түсінбедім. Жоқ, сен жаңа смазливый модель дедің ғой. Иә. Сөйтіп айтатын деймін, баяғыда да. Бірақ айна уақытта братандаршы. Бірақ такой отморозок дейтін да. Енді сен мына бойды көріп, аға. Сені ма отморозок? Иә. Сен отморозоксың ба не? Сен отморозок. Мен өзімді отморозок деп тұрған жоқпын, братандар айтып жатыр деп жатырмын. Братандар сұрасың? Отморозок, мен саған бүйтіп айтайын. Отморозок это тот человек, который нет людского. Түсіндің ба? Мен саған айтайын. Понятие растяжимое ғой, брат. Сен алдында простой адамсың ғой, қарапайым. Сен де адамсың, простой, брат. Отморозок деп олай немес, просто енді сен андай. Брат, мен соны қарап мықты дегеніне сөйтіп айтып кетірші. Мен саған айтып жатқан жоқпын ғой, мен өзім айтып жатырмын деп. Ана жақта айтып жатыр, солай айтып жатыр деп. Айта береді олар деген. Мен соны мен саған жеткізіп жатырмын ғой. Смазливый дегенге айтып жатырмын. Олар айта береді, мен рингте көргенін айтып отырмын саған. Болды. Сен ана жақта қалайсың, маған қызық емес. Сен рингте қалайсың, маған сол қызық болып тұр да. Енді көресің енді осы жақында. Осы жекпе-жектен кейін мүмкін осыны отморозок деп айтатын шығарсың дейді да? То есть зауважаешь в этом плане? Я его как человека, я его уважаю. Мен оны не істеп жатқан жоқ. Просто именно мына соперник жағын айтып отырмын, мына төбелес жағынан айтып отырмын да, например, келіп, например, не істеп отыр, келіп отыр да осында. Осы именно осы картқа келіп түсіп отыр да. Мықтылардың карттарына да. Брат, сен менің просмотр көп жинайды осы. Мен бір видеомды көрсең, мен алдынан бері айтады, мен спортсмен емеспін деп айтам. Всегда айтам, мен спортсмен емеспін, мен шоуменмін. Шоумен болса нағушысың мұнда. Шоу жасауға келіп тұрмын ғой. Номадта ма? Конечно, қай жер, мен республиканский турнирға бармаймын бокстан. Сол жерде жүрсем, мейлі, ладно. Там бір городской турнирға бармаймын. Мысалшы, сол жерде жүрсем, ладно. Шоуыңды көрейік. Я думаю, ты никакой шоу не покажешь еще. Рахмет. Шоу не покажешь. Почему? Знаешь почему? Потому что сен бана айтып отырсың, мен не до этого, мен қолым босамайды, шаруам бар, анау. Мұнда шыққасын уже мына серьезный неге номадқа банаға неге шыққасын, например, мұнда деген уже дайындық керек та. Анау октагонда сияқты уже не проканает здесь. Мұнда төлесу керек болады. Вот именно октагонда не проканал, ол жақта күрес бар, аяқ бар. Сен өзің база ударниксің ба? База ударникпін. Қандай? Бокс. Бокстан результат бар ма сенде? Жоқ, мен результат көшеде, результат. Мен вообще жарысқа шықпағам. Көшеде өсесің ба не?
көшетте өскенмін. көшеде бәріміз турист қой құттай кезімізде. Болды ғой, маған сол жетеді. Қазір турист болмайды ғой көшеде. Маған сол жетеді, братан. Все, жігіттер, ондай болса, Ой, Ануарбек, ой, осы жерден шаруалар бар, походу. тоқтат жіберейік и фейс-то-фейске шығайық. Жүріңіздер. Астына бірдей беріңдер, бойы жеткізсін. Все, рахмет. Сәттілік жігіттер. Ну и следующая наша пара, которую мы хотели бы обсудить, это Темиров Элай, новый наш дебютант из Кыргызстана, город Бишкек, против Сейдазыма Канаша по прозвищу Кона. Элай, приветствую тебя, добро пожаловать в Казахстан в первую очередь, на Nomad Fighting во вторую очередь. Расскажи немного о себе, поделись, кто ты, откуда именно, какие у тебя есть достижения в спорте и так далее. Ассаламу алейкум всем. Во-первых, я очень рад находиться здесь. Во-вторых, я очень рад видеть Конора Макгрегора и, как брат говорил, голливудского актера и Хабиба Нурмагомедова, леди и джентльмены. The Eagle, кстати, да. Мое прозвище император. Когда император говорит, гора слушает и молчит, а женщина просто восхищается со мной. Разве не так? Я красив. И спасибо операторам за то, что красиво снимают меня. Кстати, через 2 месяца будет мне 29. И я далеко не молодой. В то время, в моих дней, не было таких организаторов. И не было таких ММА-шоу, либо номад-шоу таких. И я очень рад находиться здесь. Мухаммеджан, ты наших противостояний можешь сравнивать молодость с опытом. Потому что он молодой, перспективный, умный, техничный. А я старый волк. Как говорится в спорте, нет молодости и старости. Нешедесің сен, старый волк? 29. Какой ты старый волк, Дима? Ты что, ты всем Ты спроси так потом у него, нападаешь, сколько да? ему лет. Вот этому. Конор Старый волк Макгрегор. болса, ну. Конор Макгрегор, защищай. Очки шешеші жаңа. Я не Зачем? Конор Макгрегор, брат. Макгрегор емессің ғой сен? А что, ты не видишь, что ли? Что, ты не видишь? Какой ты старый волк, Дима? Тебе 20 Что ты лет. не видишь? Потому что я хорошо слежу за собой. Вот смотри. 20 лет? Нет, давай. Тебе иди 20 сюда. лет, да? Не, подержи. 29. Подержи. 19? 29. А, возьми, 20 дейсі отын. Жоқ, 29 деді, 29 деді. Так, у меня достижение. Я серебряный призер 2017 года по Муай-Тай и чемпион Азии 2017 года по ММА, и КМС по боксу, МС по Муай-Тай и МС по ММА. Если я не ошибаюсь, ты еще состоишь в сборной Турции, верно? Да, и давно живу в Турции. Кстати, я выступаю в 2 странах, и в Турции, и в Кыргызстане. Но больше всего мне нравится жить в Турции. Почему? И поэтому я оттуда приехал сюда. И 2 года у меня был простой, но несмотря на это, я за 21 дней скинул 18 килограммов. Поверьте мне, пацаны, это просто кошмар. Из-за этого я получил немного травму. У меня были жизненные препятствия, но я борюсь с этим, потому что у меня были судороги там из-за нагрузки. Но я не сдался, я здесь, потому что император никогда не сдается. Император только завоевывает. Вот, все. Каныш, я вижу твою. Аж самому не по себе стало. Как тебе твой соперник? Твой император. Не мой император. Турецкий император. Элай очень позитивный такой, с юмором. Но для меня будет это легкая работа. Почему так считаешь? Во-первых, он, как он сказал, то, что, сбросил там сколько-то килограмм. И, возможно, помешает его травма. И я быстрее его, техничнее, и, возможно, даже будет досрочная победа. Ты считаешь его для себя легкой прогулкой? Легкой работой. А его регалии неужели не горят за себя? У него
Скажу так. Причем очень хорошие регалии. Скажу так, то, что он, допустим, я вот 12-13 лет занимаюсь только одним спортом, боксом, хоть я и КМС, но я оттачиваю это мастерство как бы вот 12, на протяжении этих 12-13 лет. А он как бы то там, думаю... Но при этом он везде и преуспел. Да, я думаю, я лучше. Ты же в Турции сборной состоишь по боксу, да? Да, да, в Анталии. В Анталии сборной по боксу. По мужикам, да? Слишком много Ничего шуток про себе, женщин императору сегодня. начал нападать Токтар, который... Меня Еркебулан зовут. А, Ты не император, ты тамада, походу. Все, я понял. Ты очень много раз разговариваешь. У нас свадьба есть. Хочешь провести? А, Еще ты одна скоро работа. жениться собираешься, да, брат? Не я. Я буду рад, если ты пригласишь, брат. Не я. Я впервые в жизни, кстати, в Казахстане, и буду рад очень. Да, приходи там. как Хорошо, раз ведущий хорошо. нужен. Если, конечно, женишься, конечно. Очки шешіп қайтып киіп не істеп жүрсіңдер әттең тұра бересің очки. Че, маған қарағанда шешіп қарап отырмыз, походу. Да, Я конечно. газу, кто-то Ну, там что-то сказал, наверное. Я хотел просто проверить, ты смазливый или... Он прав был, оказывается. Смазливый? Да, он был Тебе прав. вам какая разница, смазливый я или нет? Я захожу в клетку, Скажи, там Ахмед, уже за захожу. комментарий, за комплименты, все. Смазливый деген Зато у меня много девушек, понял? О, поздравляю, брат, поздравляю. Сколько свадеб тебе придется предстоит? Ой, спасибо за гостеприимство. Начну сначала, по идее. Меня зовут Каныш, мне 23 года, я КМС по боксу. И, во-первых, очень рад Элай, то, что согласился на бой. Главное, до боя береги себя. Выступим, покажем зрелищный бой. Добро пожаловать тебя в Казахстан, вот, в Алматы. И преимущество в том, то, что я еще дерусь именно дома у себя, на родине. Это, думаю, очень серьезно. Я с ним согласен. Ну, он прав. А что тут? Ну да. Он прав. Он у себя дерутся на родине. Но это мне никак не помешает, потому что император, он находится там, где его жопа желает. Император, да? ты сам себя Ну я так же прозвал. император. Брат, ты сейчас Просто где находишься- моя корона? Вот, Посмотри я не сюда, понял. император. Ты сейчас находишься в казахском ханстве. И что? Поэтому Очки нужно кидай. себя вести как гость, понимаешь, император? Ты Ну, я- император, но ты гость. Хорошо? Не, я вчерашнего Ты вечера... правишь где-то там, в Турции, там. Но здесь, как здесь, в Казахстане, Слушай, в правит Казахстане казахский хан. у меня очень много друзей. Понимаешь? Я И я ничего не чувствую говорю про себя друзей, как я говорю казах про то, тут. что ты говоришь, что ты император. Я говорю, здесь сидит казахский хан. Нет, ты Конор Макгрегор, ты не Нет, там. это Конор Макгрегор косит под меня, не я под него. Я тебя пацаны, видел вы чё? только в Ирландии, брат. Что ты здесь находишься? Что ты говоришь? Я тебя говорю, только в тебя я Ирландии видел в видел. Ирландии. Ты меня в почему Ирландии здесь видел? находишься? Нет, смотри, я могу, конечно, воспринять это как комплимент, да, то, что мы похожи с ним, то, что у нас хорошее чувство вкуса, чувство стиля, то, что мы дерзко разговариваем, дерзко выглядим, но, при этом, при всем, да, мы оба левшаки и оба хорошо, например, роняем людей. Но я скажу, что между нами огромная разница. Скорее всего, это ирландцы будут завидовать мне, потому что я казах, и я горжусь этим. Так что я думаю, то, что ты сказал, это, скорее всего, комплимент для меня, да, он, безусловно, добился много чего. Но не забывай, что меня зовут Махсат. Меня зовут не ирландский Конор, меня зовут Махсат. Хорошо? Слушай, император выше стоит, чем хан. Запомни Не-не-не. это. Куда выше у тебя рост маленький. Не, бро, Не, ты бро. путаешь. Тоже не, бро. Сечку с гречкой. Не, бро. Не нападай. Не на того нападаешь, брат. Я на гостей не нападаю, я просто говорю О, тебе, красавчик, смотри. красавчик. давайте, всё, Оказывается, молодец. ты вежливый, да, такой, да? Конечно, Ты всегда такой? конечно. Че, в ресторан пригласишь? Я сейчас голодный. 18 килограмм я скинул. Я тебя накормлю тогда, ехала. Давай, пошли. Вот, смотрите, желудок. Там ничего нету, кроме воды. Давай. У тебя есть такой характер? Что есть? Не, у тебя есть такой характер? За Смело. 21 дней скинут 18 килограммов. Он имеет в виду Послушайте. сила воли. И мне без разницы, вот я здесь побеждаю или проигрываю, зато я человек с характером. 18 килограммов. Это что такое? Это ад для меня. Ад. Я видел ад. Понимаете? А ты для меня просто. Что для тебя Вот. просто? Я говорю, я видел ад. А ты для меня просто не хан там, не Максат, понял? Я для тебя не Махсат, не хан? Вот это ты, кажется, лишнее сказал, Баурум. Слушай, когда вот император говорит, никто не должен его перебивать. Ну подойди и заткни меня тогда, если ты такой император. Вот в следующий раз. Подойди сюда, не в Хорошо, следующий раз. следующий Вот раз. он, я стою перед тобой. Хорошо, Подойди и следующий заткни раз. меня. И что ты сделаешь? Подойди, Хорошо, в заткни меня. следующий раз. Подойди и заткни меня.
Не, рост сколько у тебя сейчас? Не говори так, А, вот так, Больше не что ли? говори так. Не, вот так, Посмотри что ли? сюда, где ты Не, вот находишься. так, что ли? Ты находишься в казахском ханстве. Я чувствую себя казах. Ты гость, не забывай. Я не гость, я казах. Сказал, что сделаешь Я незаконно. казах, разве я не похож на казаха? Я не понял. Моя мать казашка. Не, моя мама казашка. И в чем Ты проблема? так Я не казах, говори, брат. ты не Махсат, ты для меня не хан, ты так не говори. Ну я все, тебе не еще раз перебивай, говорю. давай следующий. Кто хочет со мной разговаривать? Всё Что-то- прекрасно сами видели. Ой, я смотрю, что-то я вам стал интересным. Да? Хочешь танцуют? А, для тебя. А. Ханыш, есть комментарий? Будет жарко. Это Одно точно слово. Хамадам, но Балабарла, отвечаю. Да, интересный новый участник у нас. Элай, на прошлом нашем выпуске мы обсуждали бой Армана Ашимова с Азимом. И вот тогда Муратбек спросил у Азима, тебя называют легендой, так ли это? Мы узнали об этом от тебя. Можешь немного об этом рассказать? Да, у меня, кстати, есть еще вопрос по этому. Он сам на этот вопрос толком не ответил. Вчера только я узнал то, что Его провозгласили легендой. Азима да. называют легендой Киргизстана. И ни в коем случае не хочу задеть его честь, славу. Я просто это не понял. Он посмотрел на него, он веселый такой, добродушный, ну, с чувством юмора тоже. И после этого я подумал, его легендой называют как бы косвенно, намекая как на Лобова. Хотя я Лобова очень сильно уважаю, он мне нравится как боец. Но сейчас это как бы Лобова воспринимают как бы мешка, но провоцируя, провокационно называют его легендой. Либо он и вправду легенда. Так, я отвечу так вашему вопросу. Азим Осмонкулов, он действительно легенда кыргызского спорта. Если мы находимся вот здесь, он находится вот здесь. Потому что, когда спортсмен спокойный, он настоящий спортсмен. А тот, кто вот бьет там или матерится, кого-то обзывает, послушайте, ребята, он не настоящий спортсмен. Настоящий спортсмен никого не обижает. Никого не обижает. А то, что он действительно легенда, да, я подтверждаю, он легенда. Он занимался спортом во времена Урзбека Назарова, Кости Дзю. Понимаете? 2000, до 2005, до 2010 года. Но я очень удивлен тем, почему он принял этот бой. Почему? Вот. Потому что, увидев его вживую, я просто там охренел. Вот все. Но почему ты чего удивлен, ты? что он принял бой? Я не знаю, может быть, вы предлагали ему ту сумму, которую он не отказался, да? Вот. А почему он должен был отказаться? То есть, если бы не было бы мотивации в виде денег? Так, ну я думаю, Или ты имеешь в виду, он совсем давно завершил карьеру? да, он совсем давно завершил карьеру, но легенда должен оставаться легендой. Понимаете? Вот Муратбек Касымбай, ты тоже достойный спортсмен, очень Спасибо. лучший. Я тебя видел только на телеке, брат. И сейчас с тобой общаюсь, я очень рад. Но Азим, прикинь, он как Чингиз Айтматов. Вот. И даже если он проиграет, руку нажмите, пожалуйста. Это к Арману. Но он зажмет, я Да. уверен. Не знаю, Арман в каком форме, потому что он последний раз не очень-то такой активный. Но Арман очень хороший спортсмен. Я его уважаю, потому что его назвать бэйби-фейс, но бэйби-фейсы обычно бывают опасными. Вот. Смазливый тоже бывает опасный. Просто закрой рот, пожалуйста, да. Всё. Император айтып тұр болды. Да, когда говорит император, просто молчите, не перебивайте, пожалуйста, а то я улечу. Не обижайте, пожалуйста. Элай, ты сам стремишься стать легендой? Я сам, да, хочу стать легендой и хочу продолжить дальше драться в Номаде. Мы с тобой об этом говорили. И неважно, победа или поражение. Главное, чтобы в жизни не проиграть, пацаны. Главное участие, да? Главное не участие, а в жизни не проиграть. Потому что я последние месяцы видел такие препятствия, понимаете? Для меня вот каждый день больно, чем в бою. Вот, спасибо, воспользовавшись случаем, хочу благодарить своего врача. Его зовут, как там, Асхат, да? Да, Зулхарнай. Вот, он каждый раз со мной там увлекается и помогает. Вы прикиньте, пацаны, если вы были бы на моем месте, вы бы из туалета не вышли бы. Что у тебя там было?
Геморрой, что ли? Хочешь увидеть? Там воняет, брат. Вонючка ты тогда. Если воняет. А что, понюхал, что ли? Енді воняет депсің ғой енді. Эй, ты всем говоришь, что ты понюхал, брат. Твое прозвище император тут многих либо задело, либо возмутило, ну, разные эмоции вызвало. Это прозвище у тебя давно? Это прозвище у меня, 2 часа. потому что я с корня из енисейских кыргызов. В моих племенах живет короли, воины, и поэтому я достоин. Мгм. Ну а как давно это прозвище Ну, с тобой? где-то 3-4 года. Неплохо. Ну что, Хан, За меня все сказал сам. может быть, что-то спросишь, уточнишь у него? Есть что, может, тебе добавить? Усмири своего императора. Шашайтын сияқты Сделай, ғой сделай. император. Все качественно, быстро. Так же, как предыдущий соперник, не дойдут до второго раунда. Я думаю, что наш бой с Канышем будет самым интересным. Даже лучше, чем у Конора, даже лучше, чем у артиста. Я тебе говорю, не Конор, а Махсат называй. У меня имя Слушай, у есть. тебя самое трудное имя. Махсат? Хорошо, в Самое ресторане легкое. познакомимся, брат, поближе. Угостишь потом, хорошо? Только Ну, называй, 18 килограмм. называй меня Хан тогда, хорошо? Хорошо, для Не меня называй трудно Конор. сейчас разговаривать, брат. Просто говорю Конор, не говори, хорошо? Хорошо, хорошо. договорились? Просто для меня трудно сейчас говорить. Вот. Говори Хан, здесь 3 буквы всего, ты же можешь запомнить. Хан. Хан. Тогда назови меня император, брат. Ну-ка, Вот, назови. ты к нему обращайся, Я, как он я тебя хочу будет слушать назвать. у тебя. Я хочу слушать у тебя. Чё ты Император хочешь назови. Ты Добро гость. пожаловать Я в тебе Казахстан. сказал, ты Император гость. назови. Я тебе не буду ничего говорить, ты гость и все. А почему ты молчишь, когда я говорю? Че? Почему ты молчишь, когда я говорю? В смысле молчишь? Я тут вообще-то за твоего Ханыша уже сколько раз тебе ответил. За твоего тогда- соперника. Я с тобой уже face-to-face сделал здесь. Слушай, брат, ну тогда нас не перебивай, пожалуйста, хорошо? Что сделать? Не перебивай нас. Я тебя не перебивал. Я говорю, ты просто меня чужим именем называешь. Я тебе говорю, можешь так не называть меня, и все. Ханыш, как бойца его, как оцениваешь? Как бойца, видите, вот регалии у него хорошие, много достижений. Но все равно возраст тоже тут имеет значение, как лично это мое мнение. И тут, не знаю, молодость зарешает. У тебя нет Явно. недооценки его? Нет, он как спортсмен уже добился всего. Он на чемпионате Азии выступал, а я никогда, допустим, там не был. И как спортсмена я прям уважаю, и как казахи, кыргызы, братский народ тоже только на уважение отношусь к нему. Но есть как есть, то, что для меня это будет, ну, как я уже прежде говорил, легкая работа. Возможно, если даже будет красивый бой, я даже, ну, не против этому. Но я настроен на досрочную победу. Слушайте, каждый спортсмен настроен на досрочную победу. Но я уважаю Каныша, потому что он такой, не знаю, из воспитанной семьи и адекватный спортсмен. Я его очень уважаю, но ринг покажет. Ринг покажет. Я громко заявить не буду, вот как он. Да ты уже громко заявил о себе. Но это уже тише. вот. Давайте, Вы не думаю, видели, тогда вот. перейдем к стардауну. Хорошо, давай. Вперед. Что ты такой? Успокойся. Что ты такой? Успокойся. Вот успокойся, ты спокойно. У него улыбка с лица не спадает. Рахмет Пирс. Ну что, мы переходим дальше, и мы пришли, наверное, к жаркому такому противостоянию, принципиальному поединку. Это бой между казахским ханом и вожаком. Махсат, Даулет, ассаламу алейкум. Алейкум салям. Я думаю, что каждому из вас есть, наверное, что сейчас сразу сказать от себя, а потом я уже у вас буду спрашивать. Потому что сказанного было много до этого, у вас был конфликт, он до сих пор у вас не разрешился. По итогу сейчас у вас бой становится принципиальным, как я вижу. Давай, наверное, тогда буду спрашивать, раз вы ничего не говорите. Махсат? Всем ассаламу алейкум.
Как ранее уже сказали, меня зовут Махсат Базарбаев по прозвищу Казахский хан. 26 февраля 2022 года я ворвался в эту игру с ярким нокаутом и с не менее ярким прозвищем Казахский хан. За 4 дня до этого, 22 февраля 2022 года, у меня родилась моя самая большая мотивация, моя самая сильная любовь – это моя дочь. То есть она пришла именно в тот трудный момент, и поэтому я считаю, что 2022 год – это мой год. Я тренируюсь каждый день, я проливаю пот и считаю, что 2023 год будет также мой год. Я считаю, что каждый год это будет мой год. Даулет, ты все это время сидишь тут, скромничаешь, скромно разговариваешь, сидишь молча. И я думаю, у тебя, наверное, уже накопилось столько эмоций. Вообще. Есть что сказать? Вообще нет, никаких эмоций. Да, он напуган, посмотрите на него. Он напуган, во-первых. Во-вторых, не, он видит, бесогонка его сожрала уже, как я показывал. Опять вот педагог начал, блин, мой же черед, он же мне, ты же мне вопрос задал. Моя позиция просто в этом бою просто так. Я не хочу казаться там. Вот ты, Муратбек, ты знаешь меня, мы с одного города, да? Ты знаешь, с кем я тренируюсь, наших пацанов. А наши ребята все серьезно, своего философии не имеет человек. Это ты говори по делу, да? Этот год, следующий. Конор когда-то так же говорил, да? Я помню. Зачем? Я хочу этот момент просто оставить и все, спокойно. Просто шығып, прям бар ғой, төбелесіп тастау болды. И дальше, короче, дальше у меня другие планы. Не, ну, Даулет, ты же сам первый написал, получается, комментарий под его видео. Кто-то просил Нет, реально короче, под моим видео когда оставлять Гран-при, такие когда комментарии. только начался, вот, да, видео выложил, он сказал там, пояс мой, этот Гран-при мой, это мой дом. Якобы Так есть. он по праву это все его, да. Так есть, так и будет. Я просто как участник, да, до этого, короче, написал туда, задел чуть-чуть человек, короче. Сказал, мое, ну нельзя же так, да? Но ты же его тоже задел после этого Не, своих я комментариев. ничего Нет, ты лишнего кто там такой, не чтобы говорил. решать, например, кто что-то Я- говорит? Ты Нет. просто смотри сюда. Даулет, Не, ты никогда я не не бери на себя роль судьи, хорошо? Например, он ведет себя так, как он хочет. Он ведет себя так, как он хочет. Ладно, То же самое я веду себя так, как веди я себя хочу, как понимаешь? хочешь. Я говорю, я свою позицию уже сказал. Даулет, послушай Просто сюда. на вопрос отвечать буду. и Даулет, всё. послушай сюда, я тебе скажу одну вещь. Я не зря взял это прозвище «Казахский хан». Эти два слова «Казахский хан» имеют очень сильное значение. Одно из них я тебе сейчас скажу, почему. Почему я казахский? Я тебе говорил, и до этого говорил я тебе, да? Ну, И сейчас еще раз скажу. жаттап алдым Послушай уже. сюда. Нет, я уже Казахский наизусть знаю. происходит от древнего тюркского слова «казах», что значит «свободный», «независимый». Понял? Поэтому я буду говорить то, что я хочу, и буду делать это так, как я хочу. Твое Просто уясни право, это и без все. проблем. Айта бер, смело. Шап палуан. Не Чё? деймін басқа. Ештеңе. Қазақша шап палуан дейді оны. Көкпаршылар түсінеді оны. Жігіттер түсінеді. Қазақша таза палуан сөйлейтін говорит. жігіттер. Не он? Не Шап, айтам. шап, говорит. Козу игры. Шап палуан дейсің ба? Я. Макс, насчет хотел твоей травмы спросить. Вот если честно, общаясь до сих пор с участниками Гран-при, которые Да. в 1/4 сейчас будут драться, многие говорят, что ты сам снялся с боя, что врач тебя допустил к бою, продолжению, но ты сам снялся, и ты не показал тем самым характер. Что ты можешь смотри. прокомментировать по этому поводу? Я могу сказать тебе сразу, да, свой ответ. Во-первых, эта травма, да, 4 года назад у меня была, она не дала мне нормально подготовиться все это время. Просто я говорил уже, да, предысторию, наверное, этого. То, что эта травма мне не давала даже спокойно на турнике потянуться. А все было из-за того, что моя кость была не на месте. И все это время она меня тревожила, даже когда до боя ты подошел, сказал, что там нормально все. Я сказал, ну, я скрыл этот факт, что я дерусь с травмой, да, потому что на тот момент, как я уже ранее сказал, у меня были очень серьезные проблемы, как раз когда у меня родилась дочь, и когда я подал заявку. Тогда я приступил к нормальным тренировкам. И в этот момент я постоянно думал об этой руке. И в этот раз все так совпало, что именно этот удар, у меня рука вылетает, я вправляю ее на место, когда мне там нокдаун отчитывают за то, что я просто спокойно встал, обтряхнулся. Мне говорят, готов продолжить бой? Я говорю, готов, смело. Я еще раз автоматически начинаю бить левую руку, и она опять вылетает. И я понимаю прекрасно, что мой последний шанс, конкретно, да, это мои руки, которые меня кормят. У меня есть 2 детей, у меня есть жена, я пришел сюда газовать, я буду до талого.
газую, газовал и буду газовать, конкретно говорю. И понимаешь, в тот момент я скрыл от тебя этот факт, да, но перед боем край я так рассказал. И так и вышло, что моя рука вылетела, я просто не смог ее сжимать. Но если, Даулет, например, ты что-то говорил, да, если ты видел глазами, да, не другим местом, и либо другой, например, боец, он прекрасно видел, что конкретно в одну калитку бой шел в мою сторону. Он не попал по мне ни одного удара. Он даже сам не даст соврать. И все, кто здесь сидит, они все знают, он ни разу по мне не попал. После того, как он шальным ударом, то же самое, что он мне мог ниже пояса попасть, он запрещенным ударом в затылок мне бьет, без проблем. Мне отчитали нокдаун, я вставил руку, встал, обтряхнулся, он мне говорит, готов бой? Давай, еще раз смело. Я опять разбиваю ему лицо, у него идет кровь с носа, с рта, он потеряннее меня ходит. И потом я чувствую, что я не могу просто сжимать эту руку, и что это первый раунд. И если бы это было хотя бы, знаешь, второй или третий раунд, либо если бы это не был такой, наверное, последний мой шанс на тот момент, то тогда я бы, например, как другой, например, боец до этого, тоже снялся бы, сказал, что у меня травма, я не могу боксировать. Но я просто не смог этого сделать. Я не смог через это пересилить, я думаю, я должен выйти на бой. Но я думаю, те люди, которые говорят, что там нет характера, нет того, нет всего, они просто глупые люди, ничего не понимают в спорте. 12 лет я боксировал, я выигрывал областные чемпионаты, городские чемпионаты, республику 2 раза, финалистом становился, призером был. Я должен был ехать на чемпионат мира, ты же прекрасно сам знаешь эту ситуацию, что коррупция, да, там, связи и все это зарешало, и меня просто ушли оттуда. Это такие удары, понимаешь, жизненные удары, которые я пропускал, после которых я вставал. И это все определяет твой характер, что ты и дальше идешь. Любой спортсмен здесь сидящих знает прекрасно, что с чем вам приходится сталкиваться, когда вы приходите. С несправедливостью, с тем, что вас засуживают, с тем, что там где-то денег не хватает, тем, что там где-то травму получаешь, где-то там не выиграл. Ты сколько раз ты проигрываешь перед тем, как выиграть? И для этого всего нужен характер. Это просто глупые люди. Мне плевать, что говорят за спиной. Самое главное, что когда они видят меня в лицо, они здороваются со мной и говорят: ассалам алейкум, брат. Четко выглядишь, брат. И все. Их языки в другом месте. Вот и все. Как у тебя сейчас рука? Офигенно. Вы видели то, что я поставил там рекорд? Я говорил, что мои удары, как удар молнии, они поразят тебя. И твоя физика жирная ничего не зарешала. Ты же говоришь, что ты такой физик. Ты насколько там 10-20 килограмм. Ты можешь даже на 30 килограмм быть больше меня. Я тебе скажу, если размер и вес имел бы значение, то слон был бы королем джунглей, а не лев. Брат, удар ничего не решает. Главное техника. Все решает и ум. техника, интеллект. А кто сказал? А кто тебе кто сказал, что у меня есть что только удары удар? решает? А кто сказал, что удары решает? Кто тебе сказал, что у меня есть только удар? А кто говорил, что удары решает? Главное ум и техника. Ты сейчас на меня газуешь? Нет. Я сейчас не с тобой разговариваю. Ты посиди, подожди, потом мы с тобой поговорим, хорошо? Послушай, когда ты перебиваешь, это нормально, да? Разве я плохого говорил? Послушай, Разве я плохого говорил? Я сейчас не с тобой разговариваю, я говорю хорошо? про технику. Я говорю, я сейчас не с тобой разговариваю, да? Я с ним договорю, потом пообщаемся с тобой. Я с тобой не хочу общаться, я просто про технику говорил. Нет, ты же хотел в ресторан Нет, сходить? просто ты забыл Я про что, технику молча должен тебя говорить. вести, что ли? Ты просто Пообщаемся, забыл про потом технику. отведу я тебя. Я тебе отвечаю, сейчас будешь так разговаривать, да? Я тебя в самую беспонтовую шашлычку заведу и там буду кормить. Так что сиди нормально, общайся, в нормальный ресторан пойдем. Слушай, ты меня не Бешбармак пугаешь, похаваем. брат. Мы и так пойдем Я тебя вот в пугаю, ресторан. да? Мы и так пойдем в Самый ресторан. беспонтовый, вот на бой выйти не сможешь. Слушай, мы и так пойдем в ресторан, потому что будем обмывать твою дочь. Қанша запас сенде? Ресторанға барып жейтіндей. Он угостит. Вес, ханча, Запас вес. ханча, Сколько сколько у ты тебя? можешь кушать? Он угостит, короче. Нет, у тебя Я сколько за там тебя вес запасе? гонять не буду же, он про это Хорошо, говорит. хорошо, я Запасы не сколько буду у тебя? говорить. Короче, Завтра 3 килограмма. взвешивание. 3 килограмма буду кушать. 3 килограмма смело Да. давай. 3 Хватит? килограмм Смело. запасе у тебя, да? Один беш. Все, договорились, все. Даулет, в твой адрес очень много высказываний, но ты до сих пор Нет. придерживаешься такой же позиции, да? Если честно, вот мы первый этап прошли, да? И результат вы все знаете. Я сейчас, как мужчина, не хочу тут сидеть, оправдывать, там все там заново перелистать в эти моменты, короче. Нам это не к лицу. Я хочу просто коротко и ясно делаем дальше больше. Сейчас я не в таком позиции, чтобы говорить, там, Ты же қазақша изначально айтады в ғой, такой позиции қадіріңді, өзіңнің қадіріңді, еркек адам қанша көп сөйлейді, өзінің қадіріңді сонша көп жоғалтады, по идее. Оны бәрі біледі. Мен позициям осы. Мен шығам. Я тебя перебью, брат. істеймін, и всё. Я тебя перебью. Есть бойцы, да, как я, деген сияқты. Я много говорю, я соответствую ринге. Тойма Мухамеджан? Жоқ. Я говорю, я делаю. Жоқ.
Он жақын өзіне қабылдамады, сен нормально, просто Давлет. вообще я о себе сейчас говорю, мою позицию в целом. Твое Здесь. Ты видение, да? о нем говоришь. Ты говоришь про свое видение, но я тебе скажу про мировое видение. То, что есть Да, очень много это- таких бойцов, которых не не в только таком острый язык, уровне, но еще и что- острые удары. И напротив тебя Вообще сидит такой никаких, человек. ни капельки страха, ничего нету. Я просто этот момент пройти, А ты лишь бы посмотри на зайти себя, и ты как подраться. будто круг перепутал. Я еще раз повторяю, короче, не в таком мы позиции, он и я. Результат вы знаете, да? Было сказано, там, подушку там принеси туда-сюда, а в итоге и подняли руку Мурата, то же самое. Я сейчас не хочу, как он, оправдываться, что я из борьбы пришел. Это я по ММА, как начнется ММА, да, вот тогда я с каждым разберусь. Вот тогда увидите. тебе Школу скажу. Василия Тахтая много кто знает. Вот Муратбек сам знает. Это там непростые, там мощные ребята. Давлет, слушай тренируются. меня, я тебе скажу одну вещь. Когда Одну ты в вещь, бою, вторую да, вещь. Я, своими- если честно, вообще мозг не принимает, честно, Ну, ты Макс. помолчи тогда, Извини, послушай, да? я ж тебя послушал. Нет, мозг не принимает. Я еще раз говорю, мы не в таком сейчас данном позиции, чтобы там Это ты сөздің сейчас қадірін ММА кетіріп путаешь барып, позиции. У нас здесь одна позиция, мы на Еркек ногах. адам Это в тұзды ММА ауыр позиция, сөйлейді. гард позиция, это маунт. Это ты что-то путаешь здесь маунт, ММА. и маунт, там туда-сюда. Просто давай оставим, подеремся, а там уже видно будет. И Смотри, всё. ты просто говоришь про позиции, давай я уточню тогда для всех. Сейчас Ты можно говоришь до про утра то, что тут я толковать, проиграл и короче. ты проиграл, правильно? Но я тебе Толковать сейчас можно разъясню до утра, такой да? момент, который отличает меня от тебя. Когда я Вот проиграл, опять, да, смотри, нас обоих остановил врач, правильно? Правильно. Но в моем случае он остановил тот момент, когда я своими руками бил его, избивал, выигрывал, и в этот момент я сломал свой меч, можно сказать. А тебя остановили, когда ты сломал свое лицо, когда твой соперник об тебя, получается, и твое лицо Я он тебе сломал. так скажу. Это разные вещи, Это просто еще не путай это и нерешенный всё. вопрос. Как мужчина, да, любой еркек адам, ол для себя ешқашан жеңілмейді. Менде де тоже сондай ситуация. Ешқашан мен өзімді жеңілдім деп санамаймын, вообще. Ол кісі де айтты, там, не соперник, ана, мынау, мен оған дейін не істедім мен. Тәрбием сондай, жасын сыйлап, я лишнего не наговорил, ничего. Там было сказано. Потом мы в Инстаграме с ним переписывались, и там вопрос мы с ним порешали. Решили, руку пожали, чтобы мы по ММА будем драться, короче. Я ему сказал, подожди, я сказал, пару месяцев у тебя есть там, или даже полгода, борьбу ставь туда-сюда, короче. Ты же сказал, что я тебе не соперник, да? Ну, так давай теперь ты в моей стихе это докажи, меня там сделай, то есть выиграй, все, вопрос закрыт. Хотя я ему написал, Мухаммеджану я отправил тебе, ты же видел, я ему тогда сказал, я тебя в первом раунде задушу, если хочешь, я могу тебя там барабанить 3 раунда. Разница нет, ММА это наш дом, да, то есть мы там себя хорошо чувствуем, мы там подготовлены. А сейчас кулачки, сейчас подстраиваемся, сейчас я только кураж вхожу, и это мне начинает нравиться, на руках драться, понимаете, потому что сейчас это, как сказать, поп ММА хорошо развивается, короче, и весь внимание здесь, и охота, короче, фундамент заложить здесь. Я здесь надолго, А ничего, что ты фундамент короче, я через просто проигрыши хочу закладываешь, наследие оставить. И қалай айтса ода, біздің осындай кең байтақ жеріміз бар ғой енді, әлем бойынша 7-ші орында, осы қазақтардың мықты екенін дәлелдеу. Менде сондай позиция, сондай настрой, сол үшін мен осы жерге келдім. Қазіргі заманауи, не дейді анау, гладиаторлардың аренасы ғой енді былайынша. Кулачкында көрдік, хоть голый, хоть так, вообще разницы нету. Ешкім характерде не сомневается. Жаңа айтпақшы жігіттер, характер жоқ балалар кеп мұнда істемейді. А мен позициям сол үшін Сен мен жайлы айттың ғой, без характер эмоций, сол үшін мен лишний раз, қалай айтса болады, пройденный этап это для меня, это моменты. Тем более возраст тоже не маленький, да, там. Просто свою позицию высказал, и все. Я хочу драться. Я хочу там бои. Я хочу просто хочу драться. Ты Мақсата как оцениваешь, как соперника, как бойца именно? Вот, если Как объективно спортсмен, брать? да, он хороший, надо отдать должное, да, там, в спорте он сколько лет, да, там, именно в этом виде, да. То же самое я в борьбе, да. То же самое сказать, он себя там хороший, но я пришел сюда, а здесь правила так, как другие, на руках. Я в кураж, я переключился, да, в этот вид спорта. Тренируемся постоянно, в кураж уходим, от боя к бою растем, альхамдулилля.
хорошо себя чувствую. И команда есть у меня, команда хорошая. И мы стратегию там поставили, сделали, Она не короче, поможет вам. все эти моменты нормально, короче, и будем драться. А там бой покажет, короче. Настрой только выигрывать и все. Не досрочно, я не хочу досрочно, я хочу весь 3 раунда подраться прям. Давлет, скажи, Если а тебе вариант, хватит я хотел бы выносливости на рубиться, все 3 да. раунда? А? Ты вес гоняешь, я просто знаю, где-то больше Не, 10 это килограмм. нормально все. Мы Нормально раз всё? шли к этому, мы все знаем. Мы так как в спорте, почти 90%, можно сказать, все спортсмены вес гоняют. Это никому не секрет. Это не из-за того, что там это преимущество было или еще что-то. Может, у каждого по-разному, короче, да? А мы решили так, короче, 77. Так как у меня рост не особо там высокий. Вот так вот. Вот дальнейшие планы у меня вот такие, короче. Драться, представлять нашу лигу с другими, короче. Давлет, вот ты говорил еще, что после боя с Эриком его вызвал провести бой с тобой по ММА. Да, по ММА. Вот тебе просто, это мой личный вопрос, тебе не кажется, что это немного несправедливо вызывать боксера, то есть в ММА, где Нет, есть я борьба? еще раз повторяю, короче, после боя, я же до этого всегда уважение оказывал, правильно? Возраст мы уважаем, нас так воспитывали. И после боя, это на весь страну, можно сказать, да? Это тоже, как бы сказать, жаңа айттым ғой, еркек ретінде любой жігіт үшін ол жеңіліс деген нәрсе болмайды да. Мен лично өзім позициям. Ол кісі айтты, жаңағыдай соперник емес, мына, ол дұрыс емес, ол жеңдің, кеттің, все, дальше. Если у меня не было бы там лишних вопросов, я бы промолчал, остался бы, да? Но после этих слов, короче, менде де намыс бар, любой еркекте намыс болады. Сол чисто намыс үшін мен айттым, ну раз так, короче, я тебе не соперник в целом, он имел в виду. Так докажи, это мои стихи по ММА. Мақсат, Все, и мы руку пожали, все, бой. Он согласился, а там дальше больше. Да. Кому интересно, я за, короче. Короче, ждем декабря, да? Может, декабрь, может, январь, Январь, да, в следующем январда году. басталады ММА. Вот. Мақсат, а ты как оцениваешь его навыки бокса? Ну, ребят, будем честны, да? Как он и сам сказал, то, что он находится здесь у нас дома, у нас в нашей стихии. То, что мы... Ну, кулачка, конечно, первое время, между прочим, ты говорил, что кулачка – это не бокс. То, что здесь намного другая дистанция, немного другие удары. Здесь все по-другому, здесь все грязно. Ты так говорил, правильно? Ну, ты же это сам ощутил же. В область уха пропустил, бой остановили. Не, это была область шеи, братан. Не, в область уха. Какая ухо, блядь? Ты чё? Вот, видишь, В общем, смотри. это тебе вот Ладно, обосновка. хорошо, я тебя дослушал, давай теперь я скажу. В общем, смотри. Мухамеджан, что я думаю В по боксе, этому в бою? область Это уха будет не одностороннее избиение, наверное. Это будет односторонняя доминация. Каждую минуту, каждый раунд я буду забирать. Либо это будет досрочная победа. И я хочу сказать одну вещь. Ты знаешь, что я левша? Так же, как и ты, да, Муратбек? А левша, который не бьет по печени, это не левша. Поэтому я тебе говорю, готовь свою печень. Я готов вот этой рукой, левой рукой, вырвать ее, вытащить, прожарить для средней прожарки medium, взять в одну руку нож, в одну вилку и просто сожрать ее. Поэтому готовь свою печень, я тебе Этот говорю. момент я после боя Ты лучше оставлю. императора Я не накормил. хочу унизить, да, его? Я его накормлю. Я не хочу его унизить. Этот момент просто после боя оставлю. Даже после всего этого я просто сделаю свое дело, да, покажу, что такое вот доминирование на натуре. И руку пожму, обниму, и все, брат, мне надо дальше ехать. Там дальше ты также будешь Да, без проблем, я просто говорю про разовать. А мне позицию, надо, у меня которая с цели, моей стороны. да, понимаешь, я еще раз говорю, я в кураж вхожу. Много кто знает, да, если в спорте они знают, тот, кто из борьбы перешел в кулачку, да, у них в натуре физика намного Вон там твоя физика, ты ударил Не, меньше это, меня только оставь что. это, По там факту, я могу. ты Да. ударил меньше меня. Ты Слушай, хоть на 20 слушай, килограмм я больше кое-что меня весишь. скажу. Твой удар Есть слабее, такое чем у слово меня. Брюс-Ли. Доска не ответит, брат. Он не ответит, брат. Доска не ответит, говорю. Я тебе говорю, успокойся. Ты хочешь сегодня хавать или нет? Ладно, не будем, Ты короче. сегодня голодный останешься, я тебе говорю, Мой уровень не император турецкий. позволяет сидеть тут, о нем там, на него надеяться.
Мы же Ты с сегодня тобой будем бездушно драться, остаешься, а всё. там Я посмотрим, у тебе кого одну самсу башка куплю. помощнее, Всё. у кого шея помощнее. Как, Смотри, говорит, давай. как говорит Даулет, у кого лицо посильнее. Не, Судя по крайнему бою, была травма лица, у тебя была травма руки. И у меня в голове такое складывается такое. Сломаешь ли ты руку об его лицо, либо его лицо сломается об твою руку. Всерьез не воспринимайте, Там в бою это всякий просто, может быть, это да. просто, да. Я чуть-чуть не договорил. Шутку. Да. Извиняюсь, что перебиваю, чуть-чуть не договорил, просто по конкретно своему видению этого боя я приготовил, да, для вас кое-что. Конкретно я встану, буду двигаться на ногах, как это делают боксеры, да, как говорят боксеры, как и волка ноги кормят. Я буду бить его передней рукой, я буду бить его так, что его распухнет лицо, как шар. Я буду бить его джебом, кормить его джебом. Ты же голодный, ты же вес гоняешь. Твое лицо распухнет, как шар. Потом, когда я приготовлю свой коронный, похоронный левый удар, твое лицо лопнет. Вот точно так же, Мы понял? это уже слышали, проходили. А я ждал от тебя удар в Это уже печень. одноразовая тема, А понимаешь? я ждал от тебя удар в печень. Ты говоришь, что перевод. Печень переводом на голову. Возможно, все. Ладно, на этой прекрасной ноте перейдем к стейрдауну. Давай сильнички. Хочу посмотреть в глаза. Ты же знаешь, вес генерал. Я знаю, что ты вес генерал. А что с глазами? Ну, в глазах нет, но снимячки только. Ашки шиши. Мен бес қуатым, сен шеш деген екен, шеше салам. Что ты готов? Жоқ, шеш Сказать деген мне? екен. Бою, Смотря в короче, глаза. вот этой кулаки скажем, все, болды, Давай. басқа ештеңе демеймін, короче. Посмотрим. Примерно дистанцию ощутил. Ты маленький ростом. Это Ты не наоборот. достанешь. Наши бонусы можно погладить. Их можно попробовать! Вступайте в бонус-клуб Олимбет и получайте кэшбэк до 20% реальными деньгами. Олимбет. Ну а мы переходим дальше к главному событию нашего вечера – бой между Еркебуланом Тохтаром и Икрамовым Анваром. Добро пожаловать, ассаламу алейкум. жигиттер. Анвар, я думаю, начнем с тебя, потому что бросал вызов ты Еркебулану. Я даже слышал, что ты 3 раза бросал вызов. Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Ассаламу алейкум. Представиться, да, сначала? Да, конечно. Меня зовут Анвар, я с Чимкента, с Тюлькубасского района. Вот. Мы с Еркебуланом Это виделись 2 чемпионский, раза. что ли? Да? А у тебя в этом топологи узбекский флаг стоит же. Нет, не может быть такого. Чемкенский? Да? Ой, я тоже чемкенский же. Рад. Что теперь, да? Ладно, говори. Еркебуланом мы виделись 2 раза. Перед его после его вторым боем и после его 3-го боя, наверное. Вот мы, естественно, бросали ему вызов. В то время, не знаю, он ответил, что не будет драться. Во 2-й раз он сказал, что закончил с карьерой и тому подобное. Вот. У нас со мной был рядом пацан. Мы его возле, где переодевается, и возле боя в коридоре встретили. Спросили, он сказал, что закончил карьеру, что... Он сам лично сказал? Да, он сам лично сказал. Может он отрицать, но в глубине души он должен знать, да, это, что он это мне говорил. Если помнишь, да, брат, конечно? Я не помню, естественно. Почему? Ты Может, я в может, эмоциях был, может, после может, я говорил да, реально? после проигрыша. Да, это- просто был момент, когда я хотел уже не хотел драться. Да. И может, быть поэтому так, да. ты ко мне подошел, если бы ты меня вызвал, я не знаю, как я бы отреагировал, может, не знаю, может, ты как-то по-дружески у меня спросил. Вот Ты, не в поэтому я, ты наверное, не в состоянии был говорить там, потому что у тебя первое поражение было. ну, не то, что не в состоянии, наверное, просто не в настроении, наверное. Может быть, да, по-разному можно понять. А почему тебе бой с Еркебуланом так интересен? Медийный, здесь, видишь? Ну, так сложилось в то время, да?
И как мы первый раз бросили вызов, думал, что на этом может он согласится. Второй раз бросили. Ну, второй раз неофициально это было, но третий раз вот официально мы выложили в историю. Потом мы по ММА запрашивали, дали по кулачке, ну, без разницы. По ММА, по кулачке. ММА вот здесь стоит уже. Я в год 6 боев провел, 6 боев. За один год еще 5 или 6 у меня фильмов выходит. У меня вот этот ММА уже вот тут же. 6 боев. С кем провел? Ну ты же видел же. Ну, 2 в бойцы. PlayStation, наверное, да? Какие бойцы? там? PlayStation 6 тоже боев. где-то 10 боев. 4 проф, там 2 PlayStation. Қойшы. Нерв ауыртпашы. Айтатынды айт та, сосын. Ну, я вот закругляйся уже. Все сказал, да? Да. Все, давай, теперь мне вопрос, да? Какой? Да. Қош келдің, Наматқа, біріншіден. Рахмет. Енді сұрағымыз в бірінші очередь про функционалку, потому что вот если отталкиваться от прошлого боя, все заметили, что ты просел функционально. Как сейчас у тебя именно подготовка идет? Какие изменения ты внес? Функционалка. Ну, я изначально готовился под намат. 3 раунда по 2. Борьбу вообще не прокачивал. Грэпплинг вообще не делал. Я вообще на грэпплинг в детстве никогда в жизни не ходил. 3 месяца вот перед боем в Ташкенте я позанимался. После этого я так периодически, когда съемок нет, я хожу. А вот именно вот к этому бою я функционалку именно по борьбе не готовил. Поэтому я просил. Там я неправильно спланировал бой. Потому что я же говорю, я не спортсмен в первую очередь. Я не знаю, что там в клетке творится. В клетке совсем другие условия. Там на улице совсем по-другому. Ты сразу рубишься или так уже. Слышал, да? Ну ты выложился вот в первом раунде, я видел твой бой. Да, я в первом раунде. Ну, все видели бой. Ты планировал досрочно, да? Я закончить? его просто за ним гнался, как мышку избивал там. Он каким-то образом выжил. И 1,5 раунда выживал он, 1,5 раунда выживал я. И так получилось, что я не умею бороться, а он умеет. Поэтому я попал на болевой. Брат, я тебя просто перебью, да, извини. В спорте есть такое понятие, как затащить в глубокие воды. Наверное, сейчас вот меня поймут пацаны. То есть, возможно, это была такая техника его, то, что он специально, знаешь, изматывал тебя и затем сделал свою работу. Ну да, хорошо измотал он. Я же говорю, он спланировал все. Когда мы 10 июня собирались драться, я тогда под этот бой готовился. Его нету, трубку не берет. Я не знаю, какой он мужчина, когда он трубку не берет. Я ему звоню, он трубку не берет. Пишу, не отвечает. Слился просто. И осталось 10 дней, он говорит, давай выйдешь. А я что, я ему откажу, что ли? Ладно, давай выйдем. Хорошо, я и вас попросил подвинуться. Есть возможность у вас или нет? И поэтому все вот так произошло. И у меня вот, когда 29 июля был бой, и теперь сколько дней прошло? Недели 2 с лишним. Я теперь дерусь здесь. У меня параллельно 2 съемок идут. Ну, я сам выбрал эту дорогу, я никому не жалуюсь. Просто я объясняю, что мне нелегко. Я пришел, многие люди вот задают вопрос, что ты тут делаешь? Этот вопрос не должен задаваться мне, этот вопрос должен задаваться организатору. Зачем я здесь нужен? Вот зачем? Я не виноват, что я в главном карде сижу. Главный бой у меня, я не виноват в этом. Я добивался этих подписчиков. Мне, по большому счету, это медиа же, правильно? Да, конечно, это шоу. Это шоу, правильно? Медиа, моя медиа вам нужна. Я эту медиа добивался 8 лет. Это то же самое почти что и спорт. 8 лет я добивался. Есть люди, которые 2 года занимаются этим, вылетают. Я постоянно стараюсь держаться на плаву. Это еще один повод, по которому я держусь на плаву. Завтра появится еще один повод. Мне не важно, где я зарабатываю. Это если пристойно, я должен зарабатывать, приносить домой деньги. Все, это моя жизненная позиция. А то, что говорят, что ты тут делаешь, главное, чтобы я не в какой-то алкашке сидел где-то. Я в нормальном месте сижу, нормально себя веду. И все этого достаточно. Деньги заработал, принес домой, маме, папе отдал. Вот это для меня победа. А то, что я там проиграл, на армбар попал, на удушающий попал, это не главное в моей жизни. Главное в моей жизни – прийти домой, накормить семью, для семьи жить, обеспечивать, чтобы я в глазах семьи был хорошим отцом, хорошим сыном, хорошим братом. А на остальных мне вообще, если честно, на ваше мнение, там меня хейтят люди. На это, честно, выходите, деритесь. Знаете, как страшно драться? С одноруким инвалидом выходишь драться,
С ним тоже страшно выходить. Неважно, с кем ты дерешься. Вот мне говорят, что этот Анварджан слабый. Анвар слабый. Откуда я знаю, что он слабый? Я его не видел ни разу. Как он дерется? Он меня вызывал. Ну ладно, хорошо. Я еще месяц назад, кажется, я подтвердил. И вот я готовился, готовлюсь, собираюсь драться. Я не знаю, как он дерется. Он меня может уронить завтра. Он может меня глубоко... Саған айтайын, сен перебивать етшірейін. Сен айтып отырсың банағы, мен виноват емеспін, мұнда келіп отырмын, осылай. Сен өзің білесің ғой, что это не игрушки. Октагонда, клеткіде, номадта ойыншық емес екенін білесің да. Мына бойға шыққасын, уже сен дайындалып шығу керексің да. Мен дайынмын. Сен бана айтып отырсың, мен қолым бос емес, мен бана... Сен жаңа мен тренермен сөйлесіп отырдың ғой. Дәкәлсі айтайын, шаруамен жүреміз банағы, осылай деп айтып отырсың да. Мұнда шыққасын, сен уже дайын болып шығу керексің. Дайын емессің ба, сен шықпақ қой мұнда. Солай бол. Сен жаңа өзің айтың да. Мен саған шықпа деп айтпаймын. Просто мен дайын емессің ба, мен шықпаймын мұнда. Мен өмір бақи төлесіп қоятын, жарысқа шығып қоятын. Мен өзім білемін да, құтта кезім. Дайын емессің ба, мен шықпаймын, ағай айтамын, шықпаймын. Сен ол шоу, мына пресс-конференция, ол ертең, там білмеймін, сөйлеп атқанда, после бойы, до бойы, баю ол шоу емес, ол уже не игрушки, айтайын саған. Сен жаңа айтып жатсың ғой, менде де шаруаларым бар деп. Сол сияқты ғой, сен шаруаң сияқты ғой, менде шаруаларым. Мен шаруамды қоямын да, мен дайындаламын. Мен де шаруамды дайындалып жатырмын. Айналысатын адам бар да шаруамен. Жаңа мен тренермен сөйлесіп отырмын, сол дайындап жатырмын мысалға. Сені ма? Иә. Бұл өзіне сұра, дайындық. Мен дайындығым... Сен қашан шықтың октагонға? Қараш, октагон қашан шық, қанша уақыт өтті? 2 апта деді ғой. 2 аптада сен функционалдыңды ашып үлгердің ба? Функционалдың жетеді мен 3 раунд 2 минуттан. Мен 1,5 минут тоқтамай төбелесем. Функционалдың жеткенін қалаймын да сол. Рахмет. Сол дайынсың ба дегенім ба сол? Дайынмын, брат, мен дайынмын, уайымдама. Таяқ жесем, мен өзім таяқ жеймін. Позор болсам, мен өзім позор боламын. Саған ешқандай, тем более мына Шымкентский екен. Басқа елдің адамы болса... Мен вообще Өзбекстаннан келіп отыр деп отырмын. Басқа елдің адамы болса, мен білген жоқпын бұны Шымкентский екен. Шымкентский болса, мен төбелеспейтін едім. Мен позициям андай, өзбек па бұл, қырғыз ба, Азербайжан ба, күрд па, Қазақстанда туылып өссе, ол қазақ ол. Олар басқаша. Мен бөлінген қаламаймын. Атсаға бөлінбейміз ғой ол деген. Вот именно, мен бұны Шымкентский екен, қазір біліп отырмын. Бұл ертең мен бұны жай ұрамын, мысалға. Или ойнамай, может қатты ұрамын, көреміз. Ондай жоқ, жай ұру деген ондай жоқ қой. Короче, в общем, аңмен тоқа тер, мен дайынмын, брат. Төбелесуге дайынмын. Мен бұл жерге шоу жасауға келдім, зритель алып келуге келдім. Менің подписчиктерім бой қарамайды негізі. Андай как будто саған деген бір соперниктер подобрать ететін сияқты да. Ол мен, сен шаруаң не, мен ұрғызғың келіп отырмын. Қайда ұрғызғың келіп отырмын? Жоқ, сен мен таяқ жеген қалап отырсың ба? Жоқ, мен сен таяқ жеген қалап отырған жоқ. Мен саған достойный соперник берсін деп қалап отырмын. Мен сен актер деп отырсың ғой енді. Актер какой-то актер деп отырсың. Достойный соперник берсін деп отырмын да. Таңдамайды ғой ол. Какой-то актерға достойный соперник деген ол өзінің сөздерінің. Енді какой-то актер, онда сен ағып отырсың мұнда. Мен мұны камераның алдында отырмын, сен не отырсың? Сен төбелеспейсің ба рингтағы? Жоқ, енді сен айтып отырсың. Мен камераның алдында түсіп отырмын, кинома түсіп отырмын. Мен саған айтып отырмын, битинг айтып отырмын, қасында отырсың ғой. Достойный соперник берсін мен сияқты, берсе саған. Брат, в каком плане достойный? Сен өзіңді намекать етіп жатсың ба? Мен намекать етіп жатқан жоқ, мен саған тіке айтып отырмын. Мысалы, сен менімен төбелесесің ба? Төбелесем. Саған ұят емес па? Саған ұят емес па? Сен қанша жылдан бері спортпен айналысып жүрсің да? Мен 1 жыл болды айналысып жүргенімш. Сен менен неше кішісің? Мен қаяқтан білемін, сен жасыңды айтпадың. Жоқ, сен нешедесің? Білмеймін, сен 25-26-тамын. 37-тен. 37. Мен сені сол үшін сұрадым. Қалай сенімен общаться ету керек? Жоқ, қалай ұят емес па? Сен мен алдында боецсің. Мен вообще сен сізде сөйлеуім керек. Жоқ, сен номадта жүрсің ба? Сен октагонда жүрсің ба? Жоқ, тыңдашы, соны айтып тұрмын ғой. Номадта жүрсің ба, октагонда жүрсің ба? Сен бимен төбелесуге қалай не айтасың? Сен мен алдында боецсің, болды. Дайын болып шығу керек. Жаңа сен актер дейсің, енді боец дейсің. Енді сен айтып отырсың ғой, мен актермын деп. Мен үйреніп қалдым, мұндайғаш. Давай газовать етпей-ақ қойық та, сен газовать етпей-ақ қойшы. Или сен газовать етпей отырсың? Жоқ, не болды газовать етсе? Жоқ, газовать етіп отырсың ба? Мен саған қалай бар әңгіме айтып отырмын солай. Қалай бар солай әңгіме айтып отырмын. Мен де саған қалай бар солай. Мен саған қалай бар солай айтып отырмын. Неге қадалып тұрсың маған? Сен соперник анып отыр. Дай мне бой с ним, братан. Он много разговаривает. Сенімен төбелесу қызық дейсің ба мен? Маған? Причем здесь қызық? Достойный балдармен төбелесіп, мен саған айтайын.
жас балдармен турист, который саған действительно бой беретін. 3 раунд бой прессинг. Сен мынаны көріп алшы бірінші. Хорошо? Мен оны көріп алайын, мен сопернигімді, содан кейін мен сенімен дайынмын. Вот именно сол сопернигін қарап, мен өзім сопернигімді қараймын. Сосын қараймыз. Бірақ мен сенімен төбелеспеймін. Мен бір жыл дайындалып жүремін да. Сен қанша жыл спортта жүресің да? Бір жыл дайындалшы. Мен сен үшін бір жыл дайындалмаймын. Не қыламын мен дайындалып? Мен бір жылдан кейін нешеде боламын мен? 38-де боламын. 38. Какая разница? Сен всю жизнь спортпен айналысып жүрсің. Преимущество болады да, брат. Всю жизнь спортпен айналысып жүрсің. Дұрыс па? Мен бір-ақ жыл болды айналысып жүрген. Сен қазір жассың, күшің бар, спортта жүрсің ғой енді. 5 жыл болды, неше жыл болды? Сен кәрісің ба не? Кәрісің ба? Сен кәрі қылып отырсың ғой. Мен саған кәрі деп отқан жоқпын. Мен жасыңа емес, мен саған айтып отырмын. Сен қанша жыл занимасын? Сен 25-26-та мен ровеснигім бол. Мен салмағым бар ғой, сенен кіші. Сен қош. Сен, брат, сен 10 жас үлкенсің да меніңше. Мен сенімен жаста емес қой әңгіме, сен жасты қозғай бересің да, жаста емес. Мына жерде сен менің жасымды білген жоқсың да бана мен айтпағанда, дұрыс па? Сен газовать етіп отырсың, саған хайп керек. Маған хайп керек емес. Онда басқа любой біреуге газовать ете бер, маған газовать етпей ақ қой, маған қызық емес. Инстаграм сенікі де емес, хайп керек емес. Вот саған керек емес болса, мен саған айттым. көшеде ақ шықта қазірше көзімді айырып кете сал. Если айырғың келіп тұрса. Түсінбедім, қалай көшеде? Сен енді мен ұрғың келіп тұр ма? Сен ұрғың кеткен жоқ. Болды ғой енді. Хайп керек жоқ, ұрғың келіп тұрған жоқ. Не керек саған? Жоқ, сен шығын келмесе, айтшы, мен шығым келмейді, болды деп. Сонымен әңгіме қояды. Мен сені сұрап тұрмын, почему сұрап тұрмын? Сен қанша жыл заниматься жүрсің да сол бір жыл заниматься жүрген актермен төбелесіп жүрсің. Болды енді өзің айтып отырсың ғой енді, болды. Сен біресе актер, біресе боец. Кішкене бүйтіп. Жоқ, енді мен сені актер көрем. Мен сені бойларыңды көріп отырмын ғой. 6 бой жасадым дедім ба? Мен сені актер көрем. Боец мен сені көрмеймін. Бірақ сен боец болып келіп отырсың. Мен саған көрсейін. Айтсам мен боец болып келіп отыр. Енді сен не алушысың мұнда? Мен келдім, төбелесуге келдім, мен сопернигім отыр. Соны айтып тұрмын ғой, сен боец ретінде. Шақырып жатыр. Қазір боец ретінде. Мен өзім боец ретінде не қылмаймын. Өзімді позиционировать етпеймін. Мен изначально айтқанмын, мен спортсмен емеспін. Мен шығам, төбелесем, шоу жасам. Көшеде төбелесіп жатқан любой спортсмен ба не? Көшені айтпа қойшы, көше ол басқа әңгіме ол. Жігіттер, Ануарбек, қоя салайық осыны қазір, а то жалғастыра береміз былай бесконечно. Анвардан сұрайтын сұрақтарым бар еді. Анвар, слушаю вас. Расскажи немного, в принципе, о своей спортивной карьере. Вот тут, видишь, сомневается в том, что ты достойный оппонент Еркебулану. Скажи, что у тебя есть регалии какие-то, что ты, в принципе, спортсмен. Расскажи немного в этом плане о себе. Так, если так сказать, в 2018 году я выступал в Париже по муай-тай. Это был любительский. Но до финала я не дошел, конечно. Я не чемпион. Во Франции был по муай-таю. Вот. В профессиональном бою у меня 1 бой только. И гран-при Бушидо у меня был. Еще мелкие там соревнования есть. Да. А так достижений у меня КМС только, пажик-пижик. В принципе, все. КМС только? Ну, и КМС это нормальное это звание, хватает, брат. да? Не только, это нормальное звание КМС. Я не хочу много болтать, да, но вот этого мне хватает, да. В чем ты думаешь, за счет чего ты победишь Еркебулана в бою? Ну, как говорится, все от Аллаха. Я буду все делать сам. Но я думаю, что выиграть его не будет и не легко, и не сложно. Клетка завтра покажет. Я преимущественно, я думаю, во всех параметрах я его могу опередить, в принципе. Я думаю, что, в принципе, самые интересные моменты мы обсудили. Если есть еще что добавить, пока мы не перешли на стардаун, то пожалуйста. Если нет, то давайте перейдем. Все, рахмет. Барлығымыз асыға күтетін кездесулерді талқыладық. Ал ендеше нағыз батыр қару таңдамайды демекші, намат вечера деген жарысымызды бастамақшымыз. Условия просты. 1 попытка и 1 приз в размере 100 тысяч тенге от Nomad Fighting Championship. Первая пара бойцов, которые попробуют, это Эльдар и Ануарбек. Жаман емес.
сәл астыға қарай ату керек еді. Маған тигізіп отыр жігіттер. Уже попал. Не вмешательно, но близко. Пойдет. И следующая пара бойцов Каныш Сейдазым и Элай Тимиров. Давай, брат, ты первый начинай. Я обратно же напоминаю, у вас есть возможность вот получить 100 тысяч тенге, если попадете в десяточку. Поэтому постарайтесь. Опору возьми, Элай. Чтоб стрела об руку опиралась. На руку поставь. Натягивай. К сожалению. Император, вроде... Главное, завтра в бою донеси удар. Ты слушай, порезал. Ты точно император? Ай, бой, не играл. Но по сути, девятка. Серьезно? Что, можешь перестрелить? Может перестрелить тогда? Давай Пусть попробуем. перестрелит, да. Девятка? Если есть девятка. Қатты так. Тағы так. Шестерка. В любом Нормально. случае, пока что лучше за сегодня. Махсат, Даулет, прошу вас пройти. Только, пожалуйста, друг друга не стреляем. Пусть он стреляет. Соның өзінде жаман емес, жақсы. Бірінші рет. Казахский хан, думаю, должен уметь стрелять. За меня это воины делают обычно. Мы чисто управляем. Да. Сильнее. Не долетит. Казахский хан вернулся! Обладатель 100 тысяч тенге. Конкретно Поздравляю. десятку выбил и самый сильный удар Это здесь реально сидящий. десятка. У кого есть вопросы? Давай, я попробую тебе. Точно накрылись. Теперь тебя он точно в ресторан поведет. Да. Ты точно ресторан, выбирай там. Император в шоке. Прошу, Еркебулан и Анвар. Давайте тоже попробуем. болел за тебя, брат. Ее, наверное, не будем убирать, да? Пускай стоит. Давайте уберем. Пускай стоит. Стрел қадақ қойсын. Жаман емес, Анвар. Пятерочка есть. Но казахский хан сегодня удивил. По-любому, братан. Атырақтап. Почти. Нормально. Солома тоже нормально. Ана тесіп өтіп кетті ғой, тесіп өтіп кетті ма? Астан өтті. Себебі біздің бонустарымыз өте жағымды. Олардың дәмін татып көруге болады. Олимбеттің бонус клубына қосылып, ақшалай 20%-ға дейін кэшбэкке қол жеткізіңіз. Олимбет. Сегодняшний бонус в размере 100 тысяч тенге получает Махсат Базарбаев, а также он получает сертификат спортивный комплекс Улы Корган, и с этим можем его поздравить. Дорогие зрители и любители кулачных боев, на этом этапе наша пресс-конференция подходит к концу. И совсем скоро, уже через неделю, вы будете лицезреть вот эти все очень интересные бои. С вами был я, Мухамеджан, и мой коллега Муратбек. Увидимся, до скорой встречи.